Ну все, вроде. Пошли, да. Тулан нас оставил. Бежал. Бездельник наш. Фух. Блин. Тяжелый рюкзак. Вроде ничего такого и не взял. Рюкзак, ружье, пила, топор. Ну, очилы сколько тут? 20 килограмм, 25 может. Фу. Нет, даже 25 нету. Чё там за ракерка? Паровой коварще. Ну вот. В принципе, ничего тут я не убирал. Только некоторые вещи от мышей. Если вдруг мышь появится. Фу, мошкары-то сколько тут. Вон он. Какая-то таежная мошкара отличается, но я не знаю, даже не мошкара, а какие-то вот насекомые, блин, похожие на мошкару. Чё вам здорово, карка? Ледь уже жотчины. Переночуем. Переночуем где-то недельку, если получится хотя бы еще тут нам прожить до заморозков, и то ладно. Вот. Керосинкой пахнет, воняет-то есть. 10:30 время, где-то после 5 мы выехали. Нормально. Все, будем обустраиваться. На одну ночь поехал, даже, блин, воду не вылил. Надо все вылить, там каша у меня в котелке. Это все собакам придется отдать. Только вот чайник. Чайник, здесь я заварку вылил и там упустошил. Как бы жидкость не оставил, ну, чтобы не ржавело. Вот. Ну, примерно так, ребят. Дорога всегда разная бывает. Когда доезжаешь, бывает и в 4 часа вечера. Бывает чуть раньше 4, позже. Всяко разно бывало. Просто сейчас лишней воды чуть-чуть есть, и заторов не так много, как раньше бывало тоже. Так. К чаю снова я привез пряники. Те, которые я до этого привозил. Быстро закончились, очень вкусно с чаем. Ну, яйцо, свежее яйцо, колбасу привез. Потому что, ну, у меня вареная колбаса. Ну, я ничего не успел, просто я съесть. Все у меня еще в наличии есть. Потому что за 2 ночи там. Так, тут что у нас? Так, тут патроны. Это еще дым. Это еще дым. Здесь тоже. Патроны. Свежий хлеб, буханку. У меня тут, в принципе, 5 буханок еще есть в наличии тоже. Но это пускай будет. Тарелку, такую миску привез. Побольше. Ну и посуду еще надо привезти, конечно. Вот картошку чистить, вот такой тазик еще привез. Это хотел зимой на буране притащить, а спонтанная поездка получилась налегке. Еду, думаю, да, и что-нибудь увезу. Так, растительное масло. Растительное масло свежее еще. Это получается до 21 года. А сейчас у меня что в наличии тоже
Это уже 19-й год. 19-й год, а срок годности. Так, если R, там какие-то артикулы, R 18 месяцев. Да, это R, это 18 месяцев. 19, 20. Считай, уже в январе срок годности закончилось. Но, в принципе, ничего не отличается. Запах нормальный, но лучше, наверное, свежий будем употреблять. Вот. Да, и зимой уже не надо мне на рюкзаке потом тащить. Скажем, если по первому снегу я приду капканы ставить. Ну, посмотрим. Все как будет. Не просто так я, бывает, там частенько вы слышите моих видео. Не знаю, как в жизни получится, или вот жизнь, напоминаю о жизни. Потому что сегодня одно, планы одни, а вот видите, все может разом поменяться. И не знаю, что нас ожидает впереди в будущем. А всегда, каждый год я все время готовлюсь. Планы составляю, готовлюсь. Скажем, вот сезон вот охоты капканами будет. И всегда я уже готовлю уже приваду там, эти вонючие приманки, вот эти, все я готовлю. А как потом зима будет, приду или нет уже, будем смотреть, как жизнь покажет. Так, ну и запасной нож еще тут у меня. Так, это в избушку тоже оставлю, в принципе, пускай будет этот нож, этот самодельный. Про нож я тоже показывал, рассказывал. Это самодельные ножи. За большие деньги я нож не покупаю, сам так делаю. В принципе, работает. Не жалуюсь, рукоятка из дерева, из березы. Легкий. Бывают там покупные очень тяжелые ножи, а это вообще легкий материал. Тоже показывал, но если будут вопросы, я про этот нож я отправлю ссылку в комментариях, там, где у меня видео про эти ножи, из чего я делаю. Вообще классные ножи. Так, ну, с этим разобрались. У меня, как и говорил, мало вещей тут. Опа, Айда, что с тобой? Она лежала тут. А? У них миски полная кашей, ничего не съели. И даже сейчас не подходят к еде. Я вас на поводок, наверное, посажу, потому что, видите, вот тут Айда лежит. Тула, ну-ка подойдешь? Нет, лок. Давай. Ну-ка. Все, убежал. Лок. Сейчас уже не догнать его. Он хитрый. Лок. Лок. Тулан. Анле. Энмон не киче. Все, сиди лучше так. Айда, Тулан. Лок валтаче. Лок. Конь такой, блин. Лок. Смотри, какой хитрый. Захочет, подойдет. Нет, так не бесполезно. Ну, ничего, поймаем. Да, перехитрим тебя. Да, перехитрим. Ох, перехитрим. Дурака. Отрывается, бегает. Лок, одержи. Лок. Эй, Лан, зачем так делаешь? А?
Зачем так делаешь? Ладно. Хитрый. Хитрый ты. Так. Ничего. Побегаешь и надо есть. Побегаешь и надо есть. Он тулан уже на цепи. Ну сейчас они пусть пока тут посидят на цепи, потому что здесь у меня будет заготовка дров, варка, туда-сюда, они мешаются. Вот поэтому они будут сидеть. Тяга пошла, все четко, все нормально. А, хитрец. Хитрец, молодец. Айда, чешется. Айда. Вы гжьясян. Чай, ребят, закипел уже, все. Завариваем. Хорошечный чаек. Сейчас посуду надо помыть. И по-новому чайник поставить, за водой сходить. Как всегда, суета. Первые часы, полдня так бегаешь туда-сюда, одно, другое. Это когда ты с бригадой ходишь, одно делает, другое, другое. А в одиночку все делает, приходится делать. Ну-ну. Так. Но это я люблю, ребят, честно слово. Это суету, это одиночество. Именно в тайге. Так. Ничего тут сложного нет. Когда не на кого надеяться, дела быстрее идут. Без денег будку, там гречку им закинул. Ну, а это хоть немножко поела тулана. Аппетита нету, а? Бездельник. Не хочешь кушать? Ну, еда есть для вас. Да и у меня целый котелок еще там. Вон там от мышей я повесил, когда уезжал. Каши до хрена для них. Так что с голоду не умрут. И мне надо что-то сварганить суп, может. Или с консервов. Самый быстрый вариант. Каши не хочется. Так. Сковорода. Чистая, оказывается. Получается только надо помыть котелок. Раньше, когда не было вот этих средств для мытья, все время мы мыли с речным песком кастрюли, чашки, кружки, ложки и золой также мыли.
Сейчас средствами, всякими разными химиями. Ну, конечно же. О, какой. Это, получается, уху я тут варил. Ну, блин. Быстро поехал. Поехал и застрял на 4 дня. Может тоже вот, скажем, не знаешь, какая дорога, о, блин, какая дорога там по пути. Все равно надо запас времени, чтобы был, когда выезжаешь с избы. Ну, поэтому я всегда рано утром выезжаю. Никогда не стараюсь вечером выехать. Без причин особых. Если уж приспичило, да. А чтобы вот, скажем, я еду в поход на избу, и зачем вечером в холодную избу ехать? Когда приедешь, затопить надо, печку растопить, греть избушку. А с утра уже ты приехал, светло, не надо спешить никуда. Пока светло все сделал, а уже вечером нормально отдыхаешь. Завтра уже с утра по-новому. Отдохнувший идешь в тайгу. Ну вот и все. Кастрюлю я помыл. Делал-то на 3 минуты. Так, сейчас я дальше буду. Или чай попью сперва. Сейчас сперва попью чаек, ребят. Попью чаек и по-новому поставлю чайник. Вот такие дела. О, видели, как костер классно горит. Дым прямо идет вон. Прям в небо идет. Ну, безветренно, вообще штиль сегодня. Такая спокойная погода. Вообще отличная. Прям душа радуется. Душа радуется. Так. Оптический прицел тоже оставлял я тут. Сейчас чай налить, да. Чаек попить. Вот украинский чай. Ну, гостинец с Украины я получал, когда посылку. Этот чай еще вот на одну заварку еще осталось. Все, больше нету. Дениса также угостили. Ему оставляли две пачки, считай. 2 пачки оставляли. Ну, гостиниц всей семьей потом пили чай тоже. Вот. Не знаю, кто-то такие шапки сейчас носит, нет. Привычка такая. Ну, знаете, не знаю, какую шапку сейчас брать. Раньше продавали андатру. Хорошие шапки. Они теплые. И влаги не боятся, сырости, дождя. Ну, это, конечно, не сравнить с теми шапками, которые были раньше у нас. Ну, и собаки тоже шили раньше эти шапки. Они теплые тоже, из собаки. Вот сейчас все искусственное. Но искусственные, конечно же, ну, холодно в них ходить. Это сейчас, как бы осень, более-менее грянько на ючеек. Вот. Время есть, вот и болтаю. В принципе, знаете, вот, если, да и не если, а сейчас вот почитал тоже комментарии, и немало комментариев мне написали, ну, снимай все, болтай. Также
Пустоту, конечно, болтать не буду, а если будет что рассказать, конечно же, включусь и расскажу. Вот такие дела. Энди вкусные, оказывается, шоколадные эти. О, шоколадные. Мягкие они. Вчера жена пекла блины с творогом. Все обалденно. Ну, короче, я пью чаек и дальше буду продолжать возле избы там ковыряться. Надо распилить дровишки, заготовить сегодня, пока дождя нету. Потому что у меня что там был запас, сейчас закончилось. И вот под навесом там у меня комли лежат. Вот эти я распилю. Хотя бы десяток чурок и расколоть. Запас сделать. В принципе. Немножко пошумлю тут. Хотя не стараюсь возле избы вообще шум делать. Но сейчас некуда мне деваться, дрова нужны. Дрова, в принципе, надо заготавливать весной, чтобы меньше шума на охоте было. И сейчас приехал с одним оружием. Карабин я дома оставил. Буду охотиться с севера, оружие севером. Завтра в тайгу выйдем. Может, подстрелим кого. Вот так. Видели, сколько шума, ребят? Это есть нехорошо на охоте. Если поблизости где-то, скажем, километр-полтора от тебя какой-нибудь зверь лежит, поймет то, что он там не один, и будут его, как сказать, искать, следить, и он уже не дождется охотников, бежит. Ладно, пошумели и хватит. Сейчас еще раз колоть их, эти чурки. Вот такие блины получились, получурки с размером. Ну, знаете, вот у меня здесь времянка, печка маленькая из канистры. Для него самое то. Ну, на зиму оставлю, пригодится. Зимой, конечно, меньше я здесь нахожусь, но все равно заготовлю, приготовлю все. Также я, если пешком приду, уже на себе пилу тащить не буду. А на буране это уже к весне, может, приедем. Печку надо привезти, стройматериалы. Планов куча. Планов очень много. Думаю, даже 2 печки придется привезти. В баню еще вторую железную печку. Если я здесь буду ремонтировать все это дело, мне где-то надо ночевать. И вместо палатки я лучше установлю в бане печку. Переночую там пару ночей. Весной не так холодно. Ночи короткие. Там, скажем, с утра до вечера. 12 часов рабочих дней. 12-часовый рабочий день так получится.
Ух, а это еще далеко до весны. Ну все, будем колоть, раскалывать эти чурки. Много раз мне писали, почему я не колю дрова колуном. Я и не знаю, как ответить. Можно справиться без колуна, если есть силы. Так что, если умеешь, знаешь, куда бить, какой силой, под каким углом держать топор, не прямо, а вот именно вот еще надо угол держать. И все эти нюансы, если ты знаешь, можно и колоть даже обычным топором. Но это даже, скажу вам, топор не такой простой, а чуть-чуть даже толстоватый. Ну, можно колоть, короче, без проблем. Или как? Угол надо держать. И все получится.
Ночью, днем.